Выступление на сцене республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда» становится для ребят важным и ответственным событием. С большим волнением и трепетом юные таланты демонстрируют яркие номера и отличную подготовку. Своими успехами они приносят родным огромную радость и становятся настоящей гордостью семьи. Мы надеемся, что каждое появление наших конкурсантов в эфире дарит телезрителям хорошее настроение и добрые улыбки. Вокальный ансамбль «Чуарана» – молодой, но уже ярко заявивший о себе коллектив. В составе ансамбля поют девочки от 8 до 14 лет. Всего за год своего существования «Чуарана» завоевала искреннюю любовь слушателей благодаря трудолюбию и душевности исполнения. Руководит коллективом опытный педагог Мария Сергеевна Александрова. Репертуар ансамбля богат и разнообразен. Это песни якутских авторов и народные мелодии о родине, красоте родного края и счастливом детстве. Юные вокалистки отличаются невероятной работоспособностью и огромным желанием петь. Каждое выступление для них – это долгожданное событие, на которое они выходят с волнением и вдохновением, даря радость близким и всем зрителям. Девиз ансамбля «Чуарана. Наш голос. Ваша радость».
Мен аттым Прокопьева Дарина, мен 6 састағыппын. Айекағата гимназияға бастығы класс өрәнәтші тәбі. Мен алырбын, сөбілейбін, Мария Сергеевнаға 5 аспыттан жарықтан абын. Онны мен музыкальный школаға фортепианоға киірбетін. Конкурстарға, концерттарға кіттабын. Латтақпынам мен брас бұлықпын барабын. Елжібі тоғылары олуған жанлары әмстем еті. Очоғына сыр үрдігар ұры ағайы еті. Филипп Сокорутов и Сулустан Хабаров – ученики 1 класса Легойского лицея-интерната Усть-Алданского Улуса. С легкой руки своего первого музыкального руководителя Альбины Николаевны Бурнашовой они еще в детском саду стали частью ансамбля «Ымычан» и впервые вышли на сцену. Им очень нравится выступать и участвовать в конкурсах. Главный пример для Филиппа Сокорутова – его старший брат Арсен, на которого он мечтает быть похожим в мастерстве пения. Дружная семья Сокорутовых всегда поддерживает друг друга и активно участвует в творческих проектах. Помимо музыки, Филипп занимается боксом, а в будущем хочет стать полицейским. Его девиз «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Свободное время Сулустана Хабарова наполнено самыми разными увлечениями. Он играет в футбол и шашки, танцует в коллективе, собирает конструкторы Лего и рисует вместе со старшей сестрой Гюней. Когда Сулустан вырастет, он хочет стать водителем крутого автомобиля и открыть собственный магазин. «Легей эрегей, легей эркеней» – так звучит девиз этого юного артиста. Amira batu
Арина Артемьева родилась в большой, дружной и веселой семье, где воспитываются только девочки. Старшая сестра – студентка, Арина – средний ребенок, а младшие – близняшки. Арина очень активная, яркая и артистичная девочка. Эту особенность заметила ее первая воспитательница Людмила Августовна Брызгалова. Именно благодаря ей Арина начала петь в хоре и заниматься в театре мод «Феерия». Юная участница любит рисовать и играть с сестренками, а также помогать маме по дому. С нетерпением ждет лето, чтобы поехать к любимым бабушке с дедушкой в Амгу. Арина искренне любит то, чем занимается, чем увлечена. В ее планах продолжать занятия вокалом, разучить новые песни и чаще выступать на большой сцене, радуя свою семью и зрителей новыми творческими успехами. Побыли тумана над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег которой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег которой. Выходила, песню заводила про слепого сизого орла, про того, который любила, про того, чьи песнь побегла, про того, который любила, про того, чьи песнь побегла. Ой, ты песня, песня девичья, ты лети, а солнце свет, и базуну да не погоничи, от Катюши вверх да привет. И басуна погоничи, от Катюши вверх да привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он сердце бережет одную, а любовь Катюша бережет. Пусть он сердце бережет одную, а любовь Катюша бережет. Расцветали ягодные груши, побыли тумана над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег которой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег которой. Главным увлечением ученицы 6 класса Якутского городского лицея Милады Сыромятниковой является художественное слово. С 8 лет под чутким руководством педагога Светланы Васильевны Кычкиной в детском подростковом центре она оттачивает мастерство владения языком и сценой. Чтение для Милады – это не просто хобби, а фундамент для развития, заложенный мамой. Эта страсть привела к множеству побед. Она – лауреат и дипломант городских и республиканских творческих конкурсов, победитель олимпиад и научно-практических конференций, обладатель главного титула детского республиканского конкурса «Огон Цугох». Зрители канала «Якутия-24» могли видеть ее в эфире детских новостей, где она была ведущей и корреспондентом.
Милада убеждена, что способность запоминать большие тексты развивает ум, укрепляет память и помогает в учебе. В свободное время она увлекается кулинарией, печет торты, рулеты и пироги, которые особенно нравятся отцу и братьям. Также она находит время для рукоделия, вязания и вышивки. Ее цель в жизни – стать врачом, чтобы помогать людям. Девиз Милады – всегда двигаться вперед, верь в себя, и все получится. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже? И смятением вдруг эсэсовец объят, рука сама собой в волнении, вдруг опускает автомат и снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, в смятении смутном произнес, овеянный невольной дрожью: «Нет, он убить ее не сможет!» Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь вот так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты, человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо. Шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился детский. И снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки, дядя, тоже снять? Первые шаги на сцене Алия Дмитриева сделала в стенах детского сада. Любовь к сцене ей привила мама, чья поддержка стала для девочки главной опорой и вдохновением. Сегодня Алия – выпускница хореографического отделения Маинской школы искусств и солистка прославленного ансамбля «Каталык». Сейчас Алия учится в 11 классе Чуинской школы имени Василия Скрябина, успешно совмещая учебу с вокалом. Под руководством опытного педагога Февронии Петровны Нестеровой в ансамбле «Сардана» она раскрывает силу своего голоса. Для Алии пение – это способ поделиться сокровенными эмоциями, а танец – источник неисчерпаемой энергии и абсолютной свободы. Целеустремленность и талант ведут ее к большой мечте. Алия планирует стать руководителем танцевального коллектива и открыть собственную студию. Она верит, что танец помогает обрести уверенность и наполнить жизнь праздником. Девиз Алии «Жизнь – это танец, следуй за музыкой». C'est
буюттары сирге симелиен қалбақалар сана бары өр туруя боланнар салгыңа селели көтеллер көтеллер олас беткеми эргиден көтеллер сүрек бетini тата туруялы хахитни тыланан доғыттырун энир айыманан Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это